И после этого правительство продолжит нагло врать в лицо таджикам. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Группу выпускников Таджикского государственного медицинского университета забрали прямо из вуза во время сдачи государственного экзамена и в принудительном порядке отправили на военную службу. В редакцию поступило несколько видео и фото от студентов этого вуза, которые написали, что это произошло 29 мая. На вопросы корреспондентов выпускники медуниверситета не стали комментировать это происшествие на камеру, опасаясь возможных проблем. Однако один из них, иностранный студент по имени Абдурахман, сказал, что после того, как местные ребята сдали экзамены и стали выходить после него на улицу, их стали хватать, заталкивать в автомашины и увозить. Кто-то убегал, кто-то старался не показываться, чтобы их не поймали. В администрации вуза сказали, что все эти молодые люди, а их порядка 20 выпускников, пошли служить в армию добровольно. Они опровергли информацию о том, что студентов забирали принудительно, заявив, что 21 выпускник добровольно пошли служить в армию. Жалобы на досрочное отчисление выпускников из вузов и принудительный набор их на военную службу поступают из других вузов. В пятницу 26 мая такой случай произошел в Бахтарском государственном университете. Пользователи прислали из этого областного центра видео, рассказав, что студентов выпускного курса Бахтарского государственного университета после экзамена насильно доставили в комиссариат. Однако власти, наоборот, говорят о том, что сотни выпускников добровольно идут служить в армию, опубликовывая в подтверждение видеоролики и фотографии. Так, 2 недели назад был опубликован видеосюжет о том, что около 200 студентов Худжанского политехнического института были в добровольном порядке отправлены на военную службу. В администрации Кулябского университета также заявили, что 73 выпускника этого вуза досрочно сдали экзамены и добровольцами ушли служить в вооруженные силы. Таджикский юрист Музафар Бабаджонов говорит, что принудительная отправка выпускников до сдачи ими экзаменов и защиты дипломной работы противозаконна. Выпускник должен призываться на службу только после сдачи государственного экзамена и защиты дипломной работы. В законе говорится, что студенты имеют право на отсрочку от призыва в таких случаях. Были жалобы, мы разъясняли обратившимся к нам, что они должны требовать права на отсрочку от призыва. Если это ваше право было нарушено, то вы можете обращаться в военную прокуратуру, разъясняет юрист. Ранее уже были жалобы от преподавателей вуза о том, что власти требуют от них выполнить план призыва на срочную воинскую службу. Весенний призыв молодых людей на службу в армию начался в апреле и продолжится до 31 мая. Власти все время говорят о том, что число добровольцев на службу в армию с каждым годом увеличивается. Однако жители говорят об участившихся случаях принудительного призыва на срочную службу с использованием все новых и новых методов. И с каждым годом они все более изощренные. Как вы относитесь к такой ситуации, к тому, что администрация это покрывает? Но не могут люди добровольно пойти в армию, если их насильно заталкивают в машину. Наверное, это уже не добровольно. Было бы это так, они бы сами сели туда, и не пришлось бы их заталкивать. Ведь видео говорят сами за себя. Как вы думаете, почему все это происходит и что нужно делать? У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.